а потом не можешь сосредоточиться. Ходишь с этим негативом. Иногда в работе кто-то настроение испортит вас, вы придете на детей, орете. Потому что мозг зацикливался. А он что значит? Из головы не уходит. Это как вы знаете, вот кто легче понимать этого? Влюбленные ребята. Из головы не уходит эта девушка. Она занимает весь мысли. Из головы не уходит. Вот в голове. Потому что мозг в этом что? Зацикливался. Когда мозг зацикливается, она не могут видеть из барьеров дальше. Надо, чтобы она на плохой не зацикливалась. Ладно, на хорошее, это хорошо. Пусть он думает, он реализует. Но надо, чтобы на плохое. Когда на плохое что-то такое произойдет, лучше постарайтесь заменить эту мысль. Лучше постарайтесь заменить, потому что ничего хорошего. Человек, который не понимает эти принципы, лучше бы он не управлял деньгами. Потому что он банкротится. А зачем сам себе загонять огонь? Лучше бы он эти вещи не делал. Мышление, нехватка или голод ума. Есть определенная категория людей, которые у них есть голод ума. Послушайте меня, пожалуйста. Кто из вас заметил, что есть ребята, которые как недавно разбогатели, скажем. Недавно там, вот здесь такой, да? Им весь Кыргызстан дай, они не наестся. Они жадные, они все хотят забрать, они хотят везде лезть, лапу поставить. С ним очень тяжело работать, потому что это голод ума. Голод ума очень опасная штука. А когда формируется голод ума? Знаете, все-таки в семье, как ты вырос, оттуда формируется изобилие. Если в детстве человек вырос, и у него много была нехватка, ущемляли его желания, постоянно ему отказали, а потом вдруг у него получилось там такое, он сегодня богатее, но внутри он все равно голод ума остался. Очень трудно с такими людьми работать, потому что эти люди очень жадные, эти люди пройдут через голову других людей, они вот такого черта характера у них. Поэтому голод ума, чтобы справиться с ним, с мышлением, нехваткой и так далее. В моем книге «Стратегия мышления богатых и бедных» есть формирование мышления изобилия. Надо понимать, что в этом мире, или прочитать духовные законы богатства, чтобы понимать закон обмена. Понимать законы, например, что в этом мире эти богатства никогда не заканчиваются. Богатство мира как был, будет после того, когда мы умрем, тоже будет. Знаете, сколько люди пережили, никто не забрал их. Мы временно их используем, и все. Они не заканчиваются. Нужно вот это понимание давать разум человеку. Очень, можно сказать, человек как сложно это воспринимает. Надо осознавать, что смерть истина. Ты все равно умрешь. Согласны? Смерть истина. Верующий человек не должен накопить богатство. Он должен понять. Он должен правильно богатство использовать. Но не то, что накопить. Он должен правильно их использовать на то время, в которое мы находимся здесь. Поэтому вот из таких людей убегайте. Мой совет, если вдруг сталкиваетесь с чего-то, лучше не делайте бизнес с такими людьми, потому что это опасно. Очень головоломка они. Но если у вас такой был, мало ли что, никто не застрахован, пожалуйста, перевоспитывайте себя, учитесь, воспитывайте себя. Человек всегда могут себе воспитать. Правильно? Свой характер, свое это. Надо перевоспитать себя. Безграничные возможности нашего мозга. Я об этом много говорил, не буду сейчас ждать. Хорошо? 4 внешние силы. Я вам расскажу один большой, очень важную вещь, которую надо хорошо понимать. Дерево в своем природе плодоносит верхняя часть дерева. А то, что под землей, она плоды не дает. Вот это законы природы надо понимать. Голова не уходит. Это как вы знаете, вот кто легче понимать этого? Влюбленные ребята. Из головы не уходит эта девушка. Она занимает весь мысли. Из головы не уходит. Вот в голове. Потому что мозг в этом что? Зацикливался. Когда мозг зацикливается, она не могут видеть из барьеров дальше. Надо, чтобы она на плохое не зацикливалась. Ладно, на хорошее, это хорошо. Пусть он думает, он реализует. Но надо, чтобы на плохое. Когда на плохое что-то такое произойдет, лучше постарайтесь заменить эту мысль. Лучше постарайтесь заменить, потому что ничего хорошего. Человек, который не понимает эти принципы, лучше бы он не управлял деньгами. Потому что он банкротится. А зачем сам себе загонять огонь? Лучше бы он эти вещи не делал. Мышление, нехватка или голод ума. Есть определенная категория людей, которые у них есть голод ума.
Послушайте меня, пожалуйста. Кто из вас заметил, что есть ребят, которые как недавно разбогатели, скажем, недавно там, вот здесь такой, да, им весь Кыргызстан дай, они не наестся. Они жадные, они все хотят забрать, они хотят везде лезть, лапу поставить. С ним очень тяжело работать, потому что это голод ума. Голод ума очень опасная штука. А когда формируется голод ума? Знаете, все-таки в семье, как ты вырос, оттуда формируется изобилие. Если в детстве человек вырос, и у него много была нехватка, ущемляли его желания, постоянно ему отказали, а потом вдруг у него получилось там такое, он сегодня богатее, но внутри он все равно голод ума остался. Очень трудно с такими людьми работать, потому что эти люди очень жадные, эти люди пройдут через голову других людей, они вот такого черта характера у них. Поэтому голод ума, чтобы справиться с ним, с мышлением нехваткой и так далее. В моем книге «Стратегия мышления богатых и бедных» есть формирование мышления изобилия. Надо понимать, что в этом мире, или прочитать духовные законы богатства, чтобы понимать закон обмена. Понимать законы, например, что все в этом мире эти богатства никогда не заканчиваются. Богатство мира как был, будет после того, когда мы умрем, тоже будет. Знаете, сколько людей пережили, никто не забрал их. Мы временно их используем, и все. Они не заканчиваются. Нужно вот это понимание давать разум человеку. Очень, можно сказать, человек как сложно это воспринимает. Надо осознавать, что смерть истина. Ты все равно умрешь. Согласны? Смерть истина. Верующий человек не должен накопить богатство. Он должен понять. Он должен правильно богатство использовать. Но не то, что накопить. Он должен правильно их использовать на то время, в котором мы находимся здесь. Поэтому вот из таких людей убегайте. Мой совет, если вдруг сталкиваетесь с чего-то, лучше не делайте бизнес с такими людьми, потому что это опасно. Очень головоломка они. Но если у вас такой был, мало ли что, никто не застрахован, пожалуйста, перевоспитывайте себя, учитесь, воспитывайте себя. Человек всегда могут себе воспитать. Правильно? Свой характер, свое это. Надо перевоспитать себя. Безграничные возможности нашего мозга. Я об этом много говорил, не буду сейчас ждать. Хорошо? 4 внешние силы. Я вам расскажу один большой, очень важную вещь, которую надо хорошо понимать. Дерево в своем природе плодоносит верхняя часть дерева. А то, что под землей, она плоды не дает. Вот это законы природы надо понимать. Поскольку мы хотим о богатстве говорить, о деньгах, вот эта нижняя часть его не дает ничего. Но если вы внимательно посмотрите, нижняя часть сильнее, чем верхняя часть. Если нижняя часть камень и не могут дерево хорошо распространяться, а верхняя часть не будет такой расти или давать плоды, тем более не будет. Если нижняя часть достигает какой-то-нибудь соль или какой-то-нибудь неправильный минерал, она сохнет полностью. Вот именно это является главным, можно как механизм богатства. Законы Божии, как работает в богатстве, в деньгах, как она работает. Существует в этом мире, смотрите, 4 внешние силы, 4 внутренние. Одно из внешних сил – это деньги. Вы заметили, что когда вы деньги зарабатываете или у вас больше денег, вы себя более уверенно чувствуете. Так? Потом, больше возможностей. Если деньги есть, больше шанса. Согласны? Больше решаешь проблем. Теперь смотрите. Второй – это когда человек себя более уверенно, более состоятельно чувствует. Когда он информацией владеет. Он образованный. Образованный человек, он знает, что делать. Есть ребята, которые образование получили, а есть ребята, которые не имеют образования. Другими словами, есть люди, которые посещают такие тренинги, учатся. Под образованием я подразумеваю информация. То есть